Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас необыкновенные гости. К нам пришла морская роза. Роза живет на самом дне синего моря. Она не умеет разговаривать так, как мы, но зато она очень любит сказки. Правда? Посмотрите, правда любит. Ну что ж, а раз так, сегодня я вам предлагаю послушать древнюю восточную легенду, настоящую арабскую сказку, которая называется «Роза пустыни». Хотите, я вам прочитаю? Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Было это очень и очень давно, так давно, что в те времена люди жили дружно, все жили в мире. Было одно племя кочевников, и, подобно перелетным птицам, кочевало оно по пустыням, где день был полон зноя, а ночи прохлады. Во главе племени стоял почтенный старец с длинной белой бородой. Он много думал, часто размышлял, перебирая свои янтарные четки и попивая крепкий кофе. Никто в точности не знал, сколько ему лет, но он был очень стар, и все его уважали и почитали. Итак, однажды вождь племени сидел перед палаткой и наблюдал за детьми, которые играли рядом. И вдруг он увидел странника. Это такой путешественник с большим свертком в руках. Тот подошел к старику, почтительно поклонился, поздоровался, опустил свою ношу на землю и сказал: «О, всемогущий господин, посмотри, что я нашел возле источника!» Сказав это, человек развязал длинную-предлинную веревку. Люди подошли поближе, чтобы посмотреть, что же там находится. И они увидели личико спящего ребенка. Это была прелестная девочка 2-3 лет от роду. Тугие белые локоны обрамляли ее лицо. Ах, как же она была хороша! Девочка открыла глаза необыкновенной синевы и весело улыбнулась. А затем она протянула ручки к благородному старцу, который тут же взял ее на руки. Девочка начала играть с его длинной белой бородой, что-то залепетала и засмеялась. Люди, собравшиеся посмотреть на удивительную находку, восхищенно притихли. Кто этот ребенок? Откуда ребенок взялся в пустыне? Старик попытался заговорить с малышкой, но она ничего не ответила. Ну что ж делать? Кочевники решили оставить девочку у себя, посчитав, что она послана им Всевышним. Девочка росла любимая всеми, но вот странная вещь, она так и не говорила, зато она объяснялась только знаками. Но все вокруг ее очень хорошо понимали. У нее было много друзей, но все равно самым лучшим ее другом был сирота Исмаил. Он следовал за нею по пятам, он выполнял все ее желания, он защищал ее от всех неприятностей. Они росли вместе и никогда не расставались. Прошли годы, и вот девочке-найденышу уже 18 лет. Она выросла необыкновенной красавицей с удивительным добрым и кротким характером, и полюбили ее все. Ну вот люди стали обращать внимание, что каждый вечер наша девушка куда-то уходила, исчезала на всю ночь и появлялась только на утро вся свежая, розовая, в платьях цвета солнца, синего неба или серебристой луны. Волосы ее сверкали, как алмазы, а на ногах были надеты золотые сандалики. Куда же она ходила? Люди гадали и так, и эдак, но все напрасно. Некоторые даже пытались следить за ней.
Но едва она приближалась к источнику, где ее нашли, она пропадала. А стоило людям приблизиться самим к этому источнику, как непреодолимая дремота нападала на них. Люди, как подкошенные, валились на землю и крепко засыпали. Исмаил, который всем сердцем полюбил свою подругу, переживал, что она каждый вечер куда-то исчезает. Он даже предложил ей проводить ее, но на это красавица лишь гневно нахмурила брови. Тогда он решился пойти на хитрость. Он тихонечко привязал длинную-длинную ниточку к ее одежде. И в тот вечер, когда она опять отправилась к источнику, она невольно увлекла за собой славного юношу Исмаила. Возле источника девушка вдруг запела странную и очень красивую песню, и тотчас из воды появилась золотая рыбка. Девушка сняла обувь, вошла в воду, взяла рыбку в руки и исчезла вместе с ней в глубине источника. Спрятавшись за скалой, Исмаил видел, как исчезла его подруга. Потрясенный, он продолжал раскручивать нить в клубке, удивляясь тому, что не испытывает ни малейшего желания спать. Он приблизился к источнику. Нить уходила в воду. Юноша скинул обувь и верхнюю одежду, положил все это рядом с сандалиями девушки и храбро вошел в воду. И все. Он исчез так же, как и его подруга. Что с ними стало, никто не знал. Люди нашли у источника их одежду и обувь, на которых лежали две великолепные розы из камня. Кочевники по сей день говорят, что эти розы – это души молодых людей. Вот почему люди пустыни с любовью относятся к этим камням, полагая, что это души заблудших в пещерах, в песках, в Сахаре. И все это покрыто тайной. Вот какая у нас сказка. Ну что же, друзья мои? Ой, я вижу, нашей Розе понравилось. Мы с Розой желаем вам крепких волшебных снов. До новых встреч, друзья!